Намский район расположен в центральной части Якутии, относится к центральной группе районов. Ну и прокуратура сама также находится в центре села Намцы, что удобно для посетителей, чтобы можно было оперативно решить свои вопросы и всегда можно было попасть на прием в прокуратуру. Давайте пройдем. Штат прокуратуры состоит из 4 оперативных работников. Это прокурор, заместитель прокурора, старший помощник и помощник прокурора района. Кроме того, есть специалист и водитель. Ну, так совпало сегодня, что сегодня в этот день ровно 4 года, как я нахожусь в должности прокурора Намского района. Начинал я свою службу в органах прокуратуры в 2004 году, когда закончил юридический факультет Якутского госуниверситета. За эти 17 лет довелось проработать в 3 районах республики, а также в аппарате прокуратуры республики. Был помощником, старшим помощником, заместителем прокурора района. Был прокурором отдела в аппарате прокуратуры республики, старшим помощником по вопросам и начальником отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан. Население в районе, в Намском районе, составляет 25 тысяч человек. 20 муниципальных образований, более 60 образовательных учреждений, в том числе у нас в районе расположено 2 средних специальных учебных заведения. Это Намский педагогический колледж и Намский техникум. Нельзя, конечно же, не упомянуть о нашей гордости, о гордости Намского района, нашем земляке Колмогорове Василии Васильевиче, который продолжительное время работал в органах прокуратуры, был прокурором Республики Саха-Якутия, а также заместителем генерального прокурора Российской Федерации. Едем в Намский районный суд для поддержания государственного обвинения по уголовному делу. Гражданин обвиняется в том, что, будучи уже лишенным права управлять транспортными средствами за то, что управлял в состоянии алкогольного опьянения, он совершил опять такое же, которое уже классифицируется как уголовное преступление, соответственно, предусматривает более строгое наказание. Прошу всех встать. Здравствуйте, присаживайтесь. Дайте, пожалуйста, привязку. На судебное заседание явились государственный обвинитель, прокурор Намского района Ларионов Анатолий Спартакович, подсудимый Иванов. Ваша честь, завершая свое выступление, хотелось бы отметить, что собранные дознанием доказательства являются убедительными, полными и достоверными и позволяют нам сделать вывод о том, что вина подсудимого в данном случае доказана. С учетом того, что данное преступление относится к преступлениям категории небольшой тяжести, с учетом того, что данное преступление совершено этим гражданином впервые, полагаю, что в данном случае необходимо назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Судебная она закончилась. Есть время для того, чтобы в светлое время суток осмотреть объект. Это новый детсад, который строится в селе Крискотыл по национальному проекту. Ни снег, ни дождь, скажем так, не могут помешать выезду прокурора в те случаи, когда это необходимо. Но застройщик планирует завершить работы непосредственно на объекте до конца октября. Осталось буквально 2 недели, чуть больше. И затем уже приступить к оформлению документации. Идет сборка мебели, также проводятся работы, конечно, работа по отделочным работам. А по энергетикам есть проблемы какие-то? По энергетике. По установке? Тепло дали, электричество дали. То есть ожидаем все-таки завершения работ до конца октября этого года. Помимо рабочих обязанностей, Анатолий Спартакович уделяет особое внимание укреплению и формированию корпоративного духа, мотивируя молодых и отмечая достижения уже опытных коллег. Поздравим нашего пенсионера Галину Николаевну Охлопкову
Она долгое время работала в прокуратуре, была моим заместителем, ушла в отставку в конце 2018 года. И в этом году ей присвоили звание заслуженный юрист Республики Саха-Якутия. Добрый вечер. Здравствуйте. Галина Николаевна? Здорово. Приходится вот так еще работать. Мы очень рады, что вы все равно являетесь членом нашего коллектива. И желаем вам дальше высоких успехов и крепкого здоровья. Спасибо большое. Спасибо большое. Далее проедем в здание отдела Министерства внутренних дел по Намскому району и проведем проверку изолятора временного содержания, также дежурной части. Такие проверки у нас проводятся постоянно и практикуется проведение проверок в выходные, нерабочие дни, вечернее и ночное время. Проверяется законность пребывания там граждан, то есть изучаются документы, по которым они были водворены в ИВС. Оперативный дежурный капитальный прокурор без происшествий. Добрый вечер. Покажите КУСП. Так, это ну что за рапорт? Это Угу. Так, 8 тысяч. мобильная? Да, так, через Хом кредитную карту оформили. Угу. Товарищ прокурор, во время видео происшедшего доклад сержанта полиции Сисус. В изоляторе временное содержание всего содержится 4 человека. 2 административно арестованных, 1 следственно арестованный и 1 по судам. Здравствуйте. Давайте начнем с административно арестованных. Время подходит уже к 21 часу. И пока у нас работает еще в селе магазины, надо будет успеть купить детям сладость. Я женат, 3 детей. И вот, знаете, вот каким образом снимать стресс, который неизбежно человек получает при такой работе. Причем мы показали сегодня не весь спектр. Мы не выезжали на чрезвычайные происшествия. Мы не участвовали сегодня на заседаниях органов местного самоуправления. И многое другое, которое сейчас параллельно еще и занимались мои подчиненные работники. Но вот в этом очень сильно помогает семья. И вот знаете, вот придешь домой, обнимешь, как будто уже и даже и усталости не бывало. Там тебя поймут, там тебя встретят, и от этого уже на душе тепло. Ну, они у меня еще дети, куплю им шоколадки. Особенно младшей особенно нравится. Младшей, как обычно, как и каждому маленькому ребенку, нравится сладость. Вот скоро, через неделю, будет 6 лет. Ну, в целом, скажем так, основная часть времени у нас сегодня закончилась. Но сейчас надо будет поработать с документами, которые не успел посмотреть. И уже после этого поеду домой. Папа пришел. Папа пришел! Привет, детиш. Мы смотрим фильмы по вечерам. У нас такой большой список уже просмотренных фильмов. А еще мы играем в настольные игры. Мы нас их тоже очень много, очень любим. Потом, мы на улице работаем, особенно брат с папой.
Да. Расскажи о том, как ты проводишь время, как помогаешь отцу. Ну, я ему помогаю, ну, например, саморезы достаю, помогаю держать доски. Ты берешь пример с отца и хочешь тоже вот по его стопам пойти? Или наоборот не хочешь? Почему? Прокурор, я хочу больше времени уделять своей семье. Чем твой папа, да? Нет. Нет, так и есть, правильно же. Да. Папы нету, папа все время на работе. Папа больше, конечно, на работе проводит время. Ага, так мы вообще любим, конечно, по выходным, там, летом особенно ездить, пускать воздушных змеев, да, дети? А зимой мы катаемся на горных лыжах, ездим тут, ну, в Текстюр, там вот. Здесь на базе? Да, здесь рядышком на ИГРС. Такой активный отдых. Да, активный отдых. И, ну, у нас частный дом, и, то есть работа тут не заканчивается, и как папа в выходные приезжает, сразу по полной его. Завтра куда папа тебя отвозит? Каток. На каток. А что мы на катке делаем? Фигурное? Катание. Фигурное катание. Вот оно, фигурное катание начали. Тоже на лыжах стоит, научилась. Семейный, да, получается, занятие? Да, да, как бы так, ага. Ну вот, все, наконец-то я дома и могу расслабиться, немножко отвлечься от своей работы. Я всегда говорил и не устану повторять, что мой антистресс – это моя семья, мои дети, моя жена. Но в любой момент я все равно должен быть готов. Если что-то случится, чрезвычайное происшествие, какое-то событие, я должен быть, как говорится, на месте. Я должен быть готов в любое время уже поехать по первому вызову. Поэтому телефон никогда не отключается. И получается, что я как бы отдыхаю, но все равно на работе. Таким вот образом.